Руслан Валерьевич, скажите, пожалуйста, какую вы закончили и где школу? В 1987 году я закончил Сыктывкарскую среднюю школу номер 36. Дальнейшее ваше обучение, образование какое? После окончания Сыктывкарского медицинского училища я поступил на химико-биологический факультет Сыктывкарского государственного университета. После университета я получил второе высшее образование в Академии гражданской авиации города Санкт-Петербурга, закончив юридический факультет. То есть получается у вас образование и медицинское, и педагогическое, химическое, и юридическое. Да, я работал медиком, я работал преподавателем химии и биологии в средней школе села Выльгарта. Ну и 15 лет проработал в юстиции. Какие ваши увлечения? Мои увлечения это борьба дзюдо, самбо, национальная борьба зумы-доши. Какие достижений достигли ваши воспитанники? В 2014 году мой ученик на чемпионате мира по универсальному бою занял призовое место. Месяц тому назад он подтвердил лидирующее положение в этом спорте и стал чемпионом России. Кто это? Алексей Холопов. Спасибо. Почему вы идете на выборы от партии Родина? Я долгое время работаю в военно-патриотическом клубе «Динамовец», который совместно с Союзом ветеранов Афганистана проводит патриотическую работу в селах, городах республики. И по предложению Александра Пасечника я выдвигаюсь от партии, я выдвигаюсь в кандидаты в депутаты. Спасибо. Какие награды? Я знаю, что вас несколько лет назад отметили как патриот России. За что это было? В 2010 году правительством Российской Федерации мне вручена государственная медаль «Патриот России». Вы сказали, что развиваете комбинациональную борьбу. Как она называется и что это такое? Комбинациональная борьба зумы-дош, в переводе с коми обозначает «сильный медведь», возродилась официально в 2013 году, когда была создана учредителями Федерации национальной борьбы и зарегистрирована в органах юстиции. Вы являетесь активным волонтером, альтруистом, добровольцем автономной некоммерческой организации «Спортивно-профилактика лечебная ассоциация волонтеров». В прошлом году было столетие Зосима Васильевича Панева, учителя. Его, исходя из ассоциации, мы назвали «сильным медведем». Какие дальнейшие планы в проведении данных турниров? Данный турнир в этом году будет третьим турниром. И на проведение этого турнира потрачено очень много средств, потрачено очень много нервов, потрачено очень много усилий. И надеемся, что данный турнир будет в республике ежегодным и в дальнейшем станет визитной карточкой Республики Коми в нашем регионе, в нашем северном регионе. Итак, имея медицинское, педагогическое, юридическое образование и в случае избрания вас депутатом Сыктывдинского района, вы все свои умения, знания, навыки будете использовать и применять в полном объеме. Я так понимаю? Безусловно. Спасибо. Пожалуйста.